Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важное предупреждение от вашего небесного покровителя. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, о чем же важном ваш небесный покровитель хочет вас предупредить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. О чем же вас хотят предупредить? Смотрите, здесь вас показывают человеком слишком доверчивым. Слишком доверчивым. Да, это говорит о том, что вы замечательный человек, что вы сами не обманываете, раз всем так доверяете. Но вокруг вас есть персонаж, может быть даже и несколько персонажей, которые прям совсем недостойны вашего доверия. Люди жадные, люди коварные и ради своей выгоды способны, не знаю, маму родную продать, понимаете, причем несколько раз. За один раз несколько раз. Очень нехорошие люди. И эти люди как-то прям совсем близко к вам подошли. А вы, как говорится, и не замечаете. Да, вы этим людям улыбаетесь, руки протягиваете. А не стоит. Абсолютно не стоит. Смотрите, я не хочу никого пугать. Да, тут нет цели напугать. Здесь цель предупредить. Все-таки сокровенное держите при себе. И если вы на кого-то прям понадеялись, имейте как минимум хотя бы один запасной вариант. Вдруг человек не сделает, либо откажется, либо вообще возьмет да и пропадет. А вы сидите и ждете, у вас время подгорает, да? Вы ждете, что человек что-то выполнит, либо привезет, принесет, отдаст. А человека нет. Все, человек телефон отключил и где-то своими делами занимается. И плевать ему на вас, либо ей. Да? Такие бывают. Поэтому здесь четко. Не доверять всем подряд, не доверять всецело. И если что-то важное, там дела, вопросы, всегда иметь как минимум один запасной вариант. Вот. Вы очень добрые, вы очень благородные, и не судите людей по себе. Вы просто уникальны. К сожалению, прям в вашем близком окружении подобных вам людей по доброте, по совестливости, по добросердечности нет. К сожалению, нет. Вы вот такая одна, либо такой один. А все остальные такие, знаете, себе на уме. Нет, они неплохие люди, но себе на уме. Так, дальше. Здесь черепаха, и вы прям на черепахе очень-очень медленно куда-то едете. Здесь вам покровитель говорит: слезай с черепахи и давай-ка ты ножками и бегом. Куда-то вы можете не успеть. Смотрите, время, оно, к сожалению, не резиновое, проходит очень быстро. Перепроверьте все свои, например, встречи, либо перепроверьте все важные дела. Вот именно дни, да, дни, вот до какого дня, либо до какого времени, что я могу сделать. Потому что здесь явно вот эта езда на черепахе ничем хорошим для вас не закончится. Куда-то вы точно можете не попасть, либо не успеть. Вот, надо ускоряться, ребят, надо ускоряться. И опять же, старайтесь, чтобы у вас все было в вашей деловой жизни, все было в порядке, все было по полочкам, и чтобы все дела вы заканчивали, либо начинали, либо доделывали вовремя. Это очень важно. А то вы, смотрите, в облаках летаете, так потихонечку передвигаетесь, а время-то оно на исходе, к сожалению. А потом, знаете, как локоть, вот он рядом, да не укусишь, да, обидненько может быть. Будете еще потом ругать судьбу, либо высшие силы, хотя сами на черепахе катаетесь. Так, еще здесь скорее больше обращение к родителям. Родители, мамы, папы, опять же, бабушки, дедушки могут отыграться.
Здесь ребенку нужно уделять больше времени. Ваш ребенок очень в вас нуждается. Пока ваш ребенок смотрит на вас как на, ну, как на старшего, да, как на лучшего друга, вы для вашего ребенка прям стопроцентный авторитет. И если вы не будете уделять достаточно времени своему ребенку, то ваш ребенок пойдет искать авторитеты где-нибудь на улице среди ну, таких же детей, может, там чуть постарше. А вот они уже хорошему не научат. Понятно, что жизнь она сложная, что ну, есть всегда у нас ограничения, что нужно везде все успеть, особенно если вы женщина, то и поработать надо, и приготовить, постирать, погладить, поубирать. Ну, в общем, уйма работы. Вот, пожалуйста, выделяйте хотя бы, ну, я не знаю, часик, да, ну, вот пообщаться, может быть, перед сном, либо когда вы что-то вместе делаете. Надо общаться. Ваш ребенок вам очень верит и смотрит на вас вот как на авторитет. Не упустите этот момент, не допустите того, чтобы ребенок отдалился и стал слушать чужих людей и воспринимать все их слова на веру. Это очень важно. И еще здесь выбор ребенка мне показывают. Ребенок сделает правильный выбор. В чем-то вы, возможно, ошибаетесь, и для ребенка не совсем что-то нужное либо полезное хотите. А ваш ребенок четко знает, четко понимает, что ему нужно. Прислушайтесь к просьбе, либо ну, вот, к предложению, да, может, просьба, предложение, которое озвучит ваш ребенок. Как говорится, устами младенца глаголит истина. Вот, не забывайте. И, пожалуйста, не давите на своих детей. Вот это вообще категорически противопоказано. Это очень быстрый путь отдалиться со своим ребенком. Вам это не нужно, понимаете, ни к чему. Вы хорошая семья. Вы замечательные мамы, папы, дети у вас просто прекрасные. Просто нужно этим заниматься. Но само собой это не формируется. Надо заниматься. Найдите время для своих детей. Так, еще мне здесь показывают девушку, женщину, которая задумала что-то купить. Что-то, ну, такое. Либо дорогостоящее, либо у вас, может быть, не совсем бюджет на это рассчитан. Да? Может, оно не так дорого стоит, но у вас там бюджет лимитирован, либо строго расписан. И вот вы прям хотите, вы смотрите на эту вещь, либо на эту покупку, да, и очень-очень хочется. Здесь вас предупреждают, что давай-ка сбавь обороты, пожалуйста. Ты эту вещь, либо подобную вещь обязательно купишь, но не сейчас, чуть попозже. Чуть попозже что-то будет прям ну, очень выгодное. Либо эта же вещь будет продаваться с большой скидкой, либо появится более, например, усовершенствованная модель, да, из лучших там, материалов сделанная, что понравится гораздо больше, чем вот в сегодняшнем дне. Поэтому хотелочку свою немножко прикрутите и просто подождите, ждать недолго. Здесь показывают 2 периода времени. Ну, 2 периода времени — это 2 недельки, да, 2 дня, 2 недели, ну максимум 2 месяца. Вещь это у вас будет, этот предмет у вас будет. Но либо по очень такой, знаете, существенной скидке, либо это будет другая модель, более совершенная. Вот, надо немножечко потерпеть и подождать. Мужчины, вас тоже это очень касается. Хотелочку надо чуть-чуть прикрутить. Дальше. Здесь какая-то взаимная симпатия, но без прогресса. То есть люди друг другу нравятся, но они друг другу об этом не говорят. И вообще стараются, чтобы никто не понял, да, что у меня есть симпатия. Ваш покровитель вам дает такой совет. Немножечко быть порасслабленнее и не бояться осуждения, либо кто что о вас подумает. Это вообще не должно вас касаться. Если вам человек симпатичен, если человек вам нравится, ну так сделайте первый шаг. Хотя бы просто улыбнитесь этому человеку. Поверьте, здесь все взаимно. Все взаимно. Вы просто как 2 маленьких ребенка, которые друг друга стесняются. Понапрасну тратите время. Просто скажите привет, улыбнитесь. Поверьте, человек сразу поймает ваш сигнал и не заставит вас долго ждать своего ответа. Вот, не надо тратить время впустую. Так, и еще девушка, которая сомневается в мужчине, поскольку считает, что у мужчины есть другая женщина. Может быть, и есть у него другая женщина, но вы ему нравитесь, понимаете? С вами он хочет быть. С вами. А к вам он не идет, потому что считает, что вы не имеете к нему никакого интереса. А он не хочет быть высмеянным, либо опозоренным. Если он к вам подойдет, а вы его там на 3 буквы пошлете, да, либо просто отвернетесь и уйдете.
Вот. Так что, девчонки, давайте, дерзайте. А вы, мужчины, тоже там сильно не скромничаете. Видите, девушка улыбается. Ну так давайте, действуйте, уже мужчины. Так, еще я вижу человека, который веером, да, веером пользуется, махает на себя веером. Кто-то на себя наговаривает. Причем наговаривает почем зря. Да, человек может симулировать всякие состояния, болезни, рассказывать, что он там самый тяжело больной человек в мире, и что жить ему осталось недолго, и вот уже он там чувствует приближение кончины и прочее, прочее. Человек симулянт. Просто вот пробу негде ставить. Человеку хочется привлечь к себе внимание, чтобы там пожалели, приласкали, что-то купили, дали, либо от работы освободили. Здесь абсолютная ложь. Вот от начала и до конца. Да, не спорю, все мы люди, у каждого что-то иногда болит. Ну, как бы это природа, это организм такой. Вот. И этот человек ужасные вещи на себя наговаривает. Во-первых, этого делать ни в коем случае нельзя, потому что все равно рано или поздно это притянется, если наговаривать. И второй момент, человек просто пользуется тем, что люди сердечные, что люди переживают. Да, здесь как паразит какой-то образовался, который сам на себя наговаривает. Если уж прям такие диагнозы вам страшные озвучивают, не постесняйтесь, попросите, например, заключение доктора, либо предложите совместно прогуляться там, в медлабораторию, да, чтобы уточнить диагноз. Поверьте, все эти симуляции, инсинуации, они быстренько пропадут. Ну а так пользуется. Человек реально паразитирует и пользуется. Еще и отлынивает от работы. Так мне идет. Так, еще небесный покровитель кому-то говорит про дом. Дом, жилище. Может быть, это ваш дом, может, это какой-то спорный дом, может быть, это наследственный дом. Смотрите, с трудом, и через какое-то время, это не сразу будет, но этот дом будет вашим. Вот по-любому будет вашим, по закону, по праву, по справедливости, по, я не знаю, там, мнению людей. Этот дом будет ваш. Либо вам достанется, либо, в принципе, у вас будет ваш дом. То есть какое-то время должно пройти. Там время немножко будет тянуться, как жвачка, но вы не переживайте, да, все равно будет для вас, и все равно будет ваше. Так, еще здесь какая-то финансовая проблема очень серьезная. Либо у вас денег вовсе нет, либо вы чувствуете, что вы в какую-то финансовую яму попадаете. Да, может, денег все меньше и меньше становится в доме. Может быть, вы работу недавно потеряли. Может, еще что-то произошло. Да, кредиты, долги, кстати, тоже могут отыграться. Вы в эту яму не упадете. Не будет такого. Это первый момент. Второй момент. Я вижу у вас дополнительный заработок. Либо это ваш дополнительный заработок. То есть вы дополнительно что-то начинаете делать и зарабатываете деньги. Либо это чей-то заработок, который для вас станет дополнительным. То есть вливание и еще одного заработка, например, в бюджет. Вот. Не переживайте. Здесь будет остановка. Это первый момент. А после остановки будет какой-то период, как плато. А потом вы начинаете идти в рост. Но рост уже не остановить. То есть там благосостояние будет расти сначала медленно, а потом уже как на дрожжах, понимаете? Значительно улучшится ваше материальное положение. Опять же, это не случится в один день. Да, какой-то вот временной отрезок закладывайте, как минимум 6 месяцев, да, до вот уже полноценного роста. То есть вы поняли, да? Сначала у нас остановка, потом плато, потом постепенный рост. За 6 месяцев вы все свои дела решите, все свои материальные вопросы поправите, точно. Так, еще я вижу вас под зонтом. Зонт такой интересный. Он не только для вас, но и для кого-то вашего любимого, близкого. Кстати, может быть, даже не для одного человека. Вы, во-первых, в одной лодке все сидите. Во-вторых, вы под зонтом. Единственное, что мужчина постоянно вылазит из-под этого зонта. Если говорить в сакральном смысле слова, то лодка — это жизнь. Вы, я так понимаю, семья, да, либо пара, либо семья. И этот зонт над вами держит высшие силы, то есть вас защищают. Но мужчина какими-то своими поступками либо действиями постоянно норовит из-под этого зонта выйти, да, лишиться защиты. Что-то мужчина делает не так, либо неправильно. Может быть, у мужчины нет веры.
Может быть, мужчина грешит, да? Давайте так уже прямо говорить. Что-то он не так делает. Вы, девчонки, с ним поговорите, объясните, как это все работает. И что береженного даже Бог бережет. Вот, не надо идти против судьбы, не надо идти против этой защиты, которая с неба дается. Вы в одной лодке. Поверьте, если кому-то из вас станет плохо, то все это почувствуют, потому что лодка-то одна, деваться-то некуда. Вот. Призовите его к порядку. Он у вас, в принципе, нормальный, адекватный, просто иногда вот, ну, не знаю, из принципа, из какой-то внутренней противности, сопротивляемости он так себя может вести. Здесь, в принципе, ничего плохого нет. Лодка плывет в правую сторону и с уклоном вверх. Хороший на самом деле знак. Так, еще ангел говорит о каких-то углях. Угли. Был костер, остались угли, но они еще горят. Эти угли, они еще горят. Что нужно сделать? Бросить еще дров, подбросить дров, и чтобы костер разгорелся с большей силой. Смотрите, у одних отыграется это какое-то дело, да, где, ну, например, может быть, как закончилось, да, там была какая-то работа, она закончилась, либо был какой-то бизнес, либо, может быть, вы чем-то там где-то подзаработали, да, либо что-то получили. И также говорит о чувствах. Если у вас с кем-то были чувства, были сильные чувства, угли еще горят, они еще вот, ну, тлеют, да, не горят угли, они тлеют, они красные. То есть если бросить дрова, то опять вспыхнет костер. То есть здесь не закончилось, нет. Здесь можно обновить, да, либо повторить, либо распалить еще жарче и ярче, чем было до этого. Главное, чтобы вы, ну, грубо говоря, не ленились, и главное, чтобы вы этим занимались. Помните, что костер нуждается в постоянной подпитке дровами и кислородом, да, чтобы был хороший доступ кислорода. И все будет гореть. Гореть как прежде, либо даже ярче, чем прежде. Вот, там нет точки, там пока еще такая, знаете, троеточие, да, не одна точка, а 3 точки. Может быть продолжение, но опять же, все зависит от вас, от вашего желания и от вашего первого шага, да, чтобы бросить первое полено в этот, ну, не костер, да, в эти угли. Так, еще мне здесь показывают мужчину на собаке. Мужчина на собаке, ну, это какой-то ваш знакомый мужчина, друг мужчина. Он свои чувства к вам прикрывает дружбой. Ну, типа, я тебе друг, да, туда и сюда. На самом деле у него есть к вам чувства. И чувства очень такого, знаете, интимного характера, да, сильного интимного характера. Не знаю, как правильно сказать. В общем, нравитесь вы ему как женщина, он вас желает. И да, он может за вами даже подсматривать. Ну, когда вы не видите, там, украдкой как-нибудь, там, вы наклонились, он такой раз, там, все, обсмотрел у вас в декольте и сидит довольный. Вот. Так что имейте это в виду. Прикрывается другом. На самом деле нет у него чувств, как у друга, наоборот. Желание у него к вам есть. В принципе, с левой стороны для вас это очень неожиданная информация. Ну вот, что есть, то есть. Так, еще у вас ананас вышел. Редкий гость на моих отсыпках, к сожалению. Очень интересный знак. Знак, который говорит о какой-то экзотике. И экзотика в отношениях, экзотика, ну, допустим, в каких-то предложениях. Экзотичными также могут быть какие-то виды деятельности, род занятий. У вас этот ананас тоже с левой стороны. Но ананас напротив знака Гермеса. То есть это изобилие. Да? Изобилие. Скоро у вас будет изобилие чего-то иностранного, чего-то экзотического, чего-то, чего вы никогда раньше не пробовали. Единственное, что вы такой человечек очень, ну, осторожный, да, осторожный, аккуратный, и вы можете от чего-то отказываться и говорить: ой, нет, я там не знакомлюсь с иностранцами, либо ой, нет, я не буду работать с иностранцами, мало ли там обманут меня, подведут, либо ой, нет, какая-то еда странная, да, либо какие-то лекарства странные, ну, не буду их принимать, да, они же иностранные. То есть отказываться не стоит. Здесь что-то хорошее идет для вас, понимаете, хорошее. Было бы плохое, показали бы плохое, но тут показывают, наоборот, хорошее. Поэтому ни от чего импортного, иностранного не отказывайтесь, наоборот. Наоборот, стоит, ну, попробовать, да. Так, еще ваш небесный покровитель вам показывает птичку, у которой подбито крыло.
вернее, наверное, на вас показывает птичка с подбитым крылом. А на одном крылышке, к сожалению, далеко не улетишь. Наверное, даже и не взлетишь. Смотрите, да, крылышко у вас подбито. Может быть, это любовь такая несчастная у вас была. Может быть, действительно сложности, тягости жизни вас немножечко так подкосили. Но ваша птичка еще будет летать. Вернее, вы как птичка еще будете летать. Это крылышко, оно срастется обязательно. Просто нужен какой-то небольшой период отдыха. Период отдыха. Кому-то в прямом смысле слова нужно больше отдыхать, а кому-то нужно просто немножко подождать. Жизнь, она ведь наладится. У вас точно наладится. Просто чуточку надо подождать. Прийти в себя, сбалансироваться, сгруппироваться, пополниться энергетикой, может действительно выспаться, да? Успокоиться. Да? Вот немножко времени пройдет, и крылышко у вас срастется. И будете летать выше, чем прежде будете летать. Ну, здесь очень красивая голубка, да, но жалко, что крылышко подбито. Так, еще я у вас вижу кольцо какое-то необычное. Кольцо. С камнем кольцо. На помолвочное похоже. Кольцо. Может быть, это ваше кольцо. В левой стороне идет. В левой стороне. Может быть, это ваше любимое кольцо. Берегите его. Берегите и, возможно, даже на соль его положите. Потому что кольцо мне идет такое, знаете, как немножко поглаженное. Вот кто-то позавидовал вашему кольцу красивому. Либо кольцо может на себя какой-то негативный удар принять. Вы его лучше сейчас не носите. Купите в храме четверговую соль и положите ваше кольцо на эту соль. Пусть полежит как можно, как говорится, дольше. Вот насколько у вас хватит терпения, пусть только и лежит. Потому что я вижу в левой стороне его, и оно такое, знаете, ущербное становится, то есть как теряется, либо ломается. Явно что-то не так. Явно что-то не так. Берегите свое кольцо, оно вам еще пригодится. Тем более я вижу, что оно ваше любимое. Так, с правой стороны. Чему-то вы учиться начнете, либо кто-то вас будет обучать. Учиться надо, учиться важно. Благодаря этому учению, благодаря этим знаниям, видите, у слоненка хобот вверх поднимается, причем так жестко вверх. Ну, такой серьезный знак. Учитесь, мои хорошие, занимайтесь. Особенно, если вам кто-то свои знания передает. Это особо ценно. Так, еще здесь вышла курица, но она почему-то без перьев. Вообще похожа, конечно, на индюка. Видите, вот она голова, вот оно, как тушка, да? Крылышко без перьев. Что-то не так с вашей курицей, не иначе как болеет. Но это финансовые проблемы. И здесь какая-то лиса пощипала перья с курицы. Может быть, даже как у вашего партнера финансовые проблемы. Какая-то лиса пощипала. Какой-то обман, какой-то развод, какая-то хитрость. Вот по этой причине денег мало, либо денег нет. Ну ничего, курочка жива, да, все с ней хорошо. Как у голубки крылышко срастется, так и у курочки перышки вырастут. Просто нужно немножечко подождать. И вот эту лису, конечно, подальше гнать, чтобы она к вашей курочке больше никакого доступа не имела. Так, ну а в целом здесь четко показано, что ваш хранитель, он к вам относится как к маленькому ребенку. Как к малышу, видите, вот он, ваш хранитель, держит вас как ребенка на руках. Лицом к себе держит. Любуется. Любит вас очень сильно. Всегда с вами рядом. Не всегда, правда, может вам помочь, потому что много ошибок вы делаете в какой-то горячке. Да, вот в горячности, на эмоциях. Но в целом, когда можно подсказать, ваш хранитель вам всегда подсказывает. И даже привел на эту отсыпочку. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.